Уровень бедности в стране в ближайшие годы должен снизиться вдвое, а производительность труда, экспорт товаров и расходы на здравоохранение, наоборот, увеличатся. Президент России сегодня поставил задачи перед страной на ближайшие 6 лет. Это было самое продолжительное послание за все годы правления Путина. Оно длилось 1:57. Сразу после некоторые из пунктов нашему корреспонденту Виктору Вавилкину прокомментировали известные в Чувашии эксперты. В Центральном выставочном зале «Манеж», где Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, присутствовала и делегация Чувашии. Председатель Общественной палаты Алексей Судлинков отмечает, по многим параметрам, что выделил президент страны, в нашей республике давно ведется активная работа. Например, в сфере создания высокотехнологичных производств. Я понял, что наша республика в этом плане развивается абсолютно правильно. Так как у нас мы не избалованы природными богатствами, то мы именно вкладываем деньги в интеллект, то есть в развитие высокотехнологичных производств, которые у нас есть в Чувашии. На наших заводах и на Иларе, и на аппаратном заводе, и Преслер. Владимир Путин на этот раз много говорил о том, что России необходимо сделать прорыв в той или иной сфере. Например, совершить такой прорыв предпринимателям помогут новые налоговые условия. Владимир Владимирович об этом сказал. Налоговая система должна быть стабильна на многие годы. И мы зацепимся обязательно за вот эту задачу, что не должна меняться налоговая система. На многие годы она должна быть стабильной и понимаемой для бизнеса, чтобы строить планы, о которых дальше, так сказать, Путин также сказал. И еще очень важное, налоговая система должна стимулировать развитие бизнеса. Еще один из указов президента бизнесмены республики уже успели назвать не иначе, как революционным. Президент страны полагает необходимость меньшего участия контролеров в проверках. Да? Понятно, что они должны быть на опасных объектах, но в то же время должен быть именно дистанционный подход к проверкам. Большое внимание президент страны уделил медицинской сфере. Так Владимир Путин предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Кроме этого, он призвал сделать так, чтобы даже в самых маленьких и отдаленных населенных пунктах медицинское обслуживание оставалось доступным. Сразу же рождался вопрос, родился он у меня, а как быть с теми поселениями, где менее 100 человек, например, и он тут же в своей речи ответил о том, что данную категорию необходимо обеспечить мобильными лечебно-диагностическими комплексами. Владимир Путин подчеркнул, главным приоритетом для работы правительства должно быть благополучие людей и достаток в российских семьях. Виктор Вавилкин, Владимир Синдеев, Вести Чебоксары.